В настоящее время туберкулез уносит жизни многих людей. Высокий темп жизни, постоянная нехватка времени, нерегулярное и несбалансированное питание – это все стрессовые моменты, которые приводят к снижению защитных сил организма и способствуют развитию заболевания. Ежегодно регистрируется большое количество больных туберкулезом. Миллионы больных, даже больных туберкулезом регистрируется больше, чем больных ВИЧ-инфекцией. Поэтому существует программа, мировая программа по контролю и борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза, совместная программа. Палочка туберкулеза является очень устойчивой, она длительное время сохраняется в окружающей среде. Она выносит и высушивание, и солнечные лучи выдерживает. И обычное кипячение, она тоже. Некоторые дезинфицирующие средства на нее не действуют. Она длительное время сохраняется в воздухе, в пыли и в мокроте, который выделяет сам больной. Поэтому об этом нужно всем знать. Об осведомленности людей касаемо этого опасного заболевания и Дня борьбы с туберкулезом респонденты рассказали следующее. Нет, не знала. Спасибо, что подсказали. Не знала, буду знать. Да, знаем, мы по радио говорили, сами слушали, все. Да, я знаю, что есть такой день борьба с туберкулезом. Нет, не знал. Наверное, просто потому, что в интернет не успел зайти еще. У меня есть и не один человек знакомый, который болеет именно туберкулезом, у кого в легких даже дырки есть. И они вроде все нормально, но если начинает какая-то болезнь другая, то они начинают очень быстро худеть и продолжает этот туберкулез их уничтожает. Туберкулез, Молдова с туберкулезом занимает, наверное, в Европе первое место. Очень много больных людей. Но чтобы решить этот вопрос, это, по моему мнению, не только с туберкулезом надо бороться, но надо бороться с социальными проблемами. Потому что эта болезнь все начинается с социальных проблем. У людей не хватает заработной платы и пенсии, чтобы обогреться зимой, чтобы питаться нормально. Вот это и есть, как говорится, корень зла туберкулеза. Нужно заботиться о своем здоровье не только когда возникает эта болезнь, но еще до того. Поэтому очень хороший день напоминания о том, что есть такая болезнь и как с ней бороться. Врач-фтизиатр Центра семейных врачей районной поликлиники Анастасия Тукан отметила, что заболевание людей туберкулезом в последнее время имеет стабилизирующий характер. Ситуация в районе у нас немножко стабилизировалась. За последние годы она на одинаковом уровне. Почти как в прошлом году, позапрошлом, в этом году она уже 1-2 больных увеличилась, не больше. Это уже радует, что хотя бы чтобы нет увеличений. Знание особенностей передачи туберкулезной инфекции и ее проявлений необходимы каждому человеку, каждой семье, так как своевременное принятие мер может предотвратить не только передачу инфекции, но и развитие заболевания.